повестку дня очередного заседания Кабинета министров вошли 14 основных и 11 дополнительных вопросов. Исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганба предложил отложить вопрос об утверждении временных тарифов в сфере электроэнергетики. Это связано с тем, что профильное министерство не успело связаться с коллегами из Российской Федерации. Гармонизации, поэтому, естественно, должно быть согласие российской стороны и решение межправ комиссии. Дженцов Эдуардович, я вас прошу ускорить. Я говорил это уже после того, как Кристина Константиновна доложила, что, в принципе, считает дорожную карту исполненной. Ну и безмерное увеличение стоимости электроэнергии для наших граждан и для наших организаций, я думаю, что при неисполнении всех остальных пунктов этой дорожной карты, я думаю, ничего хорошего нам не дает. Поэтому свяжитесь, пожалуйста. И сразу же второй вопрос к вам. Я вас очень прошу усилить контроль за деятельностью Черноморэнерго. Вы знаете, инцидент, который произошел у нас на Перепадных сегодня, вчера. Это не сегодня, это, наверное, несколько месяцев уже идет. Мы не против того, чтобы Перепадные были восстановлены, чтобы они дали электроэнергию нашему государству, нашим людям, но это надо делать в рамках закона, поэтому, пожалуйста, усильте контроль. Кабинет министров Абхазии продлил ограничения на ввоз и использование оборудования по добыче криптовалют до 31 декабря 2026 года. Также был утвержден единый порядок исчисления средней заработной платы. Кабинет министров передал здание по улице Дзидзаря, дом номер 40 в Сухуми в безвозмездное пользование Институту экономики и права Академии наук Абхазии. Как нам известно, Институт экономики и права уже не один год существует, получает государственное финансирование и нету места никаких помещений. Не на баланс. Не на баланс. Оно становится, Республика Абхазия в лице аппарата правительства остается собственником. Мы просто в рамках гражданского законодательства предоставляем в пользование, и там все будет прописано, на что они не имеют права. То есть никому не в субаренду передавать, все неотделимые улучшения. Там в план-схеме, здесь она не приложена, там это была бывшая библиотека Абхазского госуниверситета. До войны там он был расположен, вот это именно помещение библиотеки. Члены правительства внесли изменения в постановление Кабмина о порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования реестра собственности и о передаче административных помещений. Госкомитет продолжает эту работу систематически, и уполномоченные центральные органы управления представляют соответствующие материалы для того, чтобы внести ту или иную недвижимость, которая находится в их ведении, в реестр республиканской собственности. В частности, в данном случае Абхазская гостелерадиокомпания обратилась к нам с соответствующими документами по разграничению собственности, которая находится в их ведении, и мы это выносим на заседание правительства, потому что данное положение требует решения правительства. Здесь все их имущество указывается, начиная с проходной, гаража, водокачек, заправочных и тех зданий, в котором они функционируют. Я просил бы вас поддержать наше предложение, что внести в реестр республиканской собственности, закрепленной за Абхазским гостелерадиокомпанией. Внесены изменения в постановление Кабмина о временных мерах по регулированию топливного рынка. Предполагается продление срока действия нормы, которая была предусмотрена в целях минимизации издержек участников топливного рынка и создания условий для конкурентной работы. Временные меры по регулированию топливного рынка продлены до 31 августа 2025 года. Все мы помним, как в начале этого года мы столкнулись с проблемой. В результате решения правительства Российской Федерации единственным поставщиком нефтепродуктов в Республику Абхазия стала компания ПАО «Роснефть». В этой связи, учитывая, что ряд крупных участников нашего топливного рынка не имели контрактов с компанией ПАО «Роснефть», возникли определенные проблемы, когда всего две компании могли завозить топливо в Абхазию, ну и, соответственно, они уже продавали это топливо другим участникам. Для того, чтобы уравнять условия бизнеса,
нами были внесены такие изменения, суть которых заключалась в следующем. Крупным оптом, а крупным оптом мы называли объем свыше 120 тонн, продавался с предельной надбавкой в 4% по 92-му бензину. Вот. И с такой же наценкой по дизельному топливу. Это позволило нивелировать, да, те, так скажем, условия, которые были созданы. И сейчас, хотя актуальность данной нормы, она сейчас не так ярко выражена, потому что все наши крупные участники топливного рынка наконец-то заключили прямые контракты с компанией ПАО «Роснефть», которая все еще остается единственным поставщиком нефтепродуктов в Республику Абхазия. Но на всякий случай, вдруг, если у кого-то возникнут, да, проблемы по реализации прямых контрактов, мы эту норму продлеваем до 31 августа 2025 года. Члены правительства также внесли изменения в постановление от 27 декабря 2022 года о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют. Срок вступления постановления в силу продлен до 1 января 2027 года. В 2022 году было принято постановление, которое называлось «О мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют». В рамках данного решения утверждался порядок регулирования деятельности по добыче криптовалют, который должен был вступить в силу с 1 января 2025 года. Соответственно, порядок предполагал, значит, саму нормативную базу по регулированию этой деятельности. То есть в каком порядке, какие процедуры должны быть проведены тем или иным предпринимателем для того, чтобы осуществлять такую деятельность. Вот. Естественно, учитывая сложившуюся ситуацию, мы не готовы, да, к, так скажем, официальной деятельности в области добычи криптовалют и продлеваем, так скажем, срок вступления этого постановления до 1 января 2027 года. Увеличены размеры финансирования 3 целевых программ Минздрава Абхазии. В программе лечения граждан за пределами и на территории Абхазии увеличен ранее утвержденный объем финансирования на 38 миллионов 500 тысяч рублей. Таким образом, общий объем финансирования указанной программы в 2024 году составит 188 миллионов 500 тысяч рублей. Второе. Внесение изменений в ведомственную целевую программу «Централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Абхазия». Значит, путем увеличения ранее утвержденного объема финансирования в 190 миллионов рублей на 5 миллионов 849 тысяч рублей. Таким образом, 195 миллионов 849 тысяч рублей. И третье – это внесение изменений в ведомственную целевую программу развития и совершенствования организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия. Просим увеличения на 630 тысяч рублей. Итого получается 50 миллионов 630 тысяч рублей. По решению Кабмина Абхазии 9, 10 и 15 января объявлены рабочими днями. В 2025 году республику ждет 241 рабочих дней и 124 нерабочих, из них 20 праздничных. И в связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней в 2025 году с 4 января суббота переносится на 13 января понедельник. С 5 января воскресенье переносится на 29 августа, пятница. 8 марта суббота переносится на 10 марта понедельник. И 20 апреля воскресенье. 20 апреля это православный праздник Пасхи, МШП. Вот, 20 апреля воскресенье переносится на 21 апреля. Электростанция ГЭС в селе Мкялрыбш Гагарского района включена в реестр республиканской собственности и передана на баланс Черноморэнерго. Кабмин установил условия приватизации продовольственного склада республиканского унитарного предприятия «Абхаз-Универсал-Торг» в селе Лдза. Также члены правительства рассмотрели ряд земельных вопросов. Все они были одобрены. Шазина Ханагуа, Раму Камкия, Абхазское телевидение.